эфире программа «Актуальное интервью», в студии Дарья Крайленкова. Здравствуйте. В Якутии реализуется программа бесплатного лекарственного обеспечения для пациентов высокого риска сердечно-сосудистыми заболеваниями. Какие средства выделяются для этих целей, кому положено льготное лекарственное обеспечение, мы сегодня поговорим. Наша гостья в студии Елена Колбанова, главный внештатный специалист, кардиолог Министерства здравоохранения Республики. Елена Семеновна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с того, что вообще по каким программам у нас в республике происходит обеспечение вообще лекарствами пациентов именно с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В республике Саха-Якутия в настоящее время пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями обеспечиваются по федеральной льготе и по региональной. По федеральной льготе предоставляется пациентам сердечно-сосудистой патологии на основании федерального закона под номером 178 о государственной социальной помощи. И по федеральной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации под номером 73Н пациенты тоже получают по 31 наименованию препаратов, необходимых для как раз снижения риска сердечно-сосудистых осложнений. И по региональной льготе, это на основании постановления правительства под номером 890, тоже пациенты, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания, по профилю кардиология получают бесплатно лекарственные препараты, которые ежегодно устанавливаются территориальной программой госгарантий, перечень, которые необходимы для обеспечения льготного лекарственного обеспечения. А кто подходит под эту льготную программу и как вообще попасть в список нуждающихся? В первую очередь, если остановиться по федеральной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», как я уже говорила, это приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации под номером 70Н, куда попадают 6 категорий граждан, которые, это в первую очередь те, которые перенесли инфаркт миокарда, инсульты, то есть острые нарушения мозгового кровообращения. Это пациенты, которые имеют ишемическую болезнь сердца, фибрилляцию предсердий, и при этом у них имеется тяжелая сердечная недостаточность с фракцией выброса ниже 40%, которая подтверждается эхокардиографией в течение последних 12 месяцев. И плюс пациенты еще те, которые перенесли высокотехнологичные оперативные вмешательства. Это в первую очередь коронарное шунтирование, пациенты, которые перенесли стентирование коронарных артерий и на проводящих путях катетерную абляцию по поводу фибрилляции предсердий. Если получили такие вмешательства, то попадают под эту категорию федеральную. И еще по федеральной льготе инвалиды первой, второй, третьей группы, дети-инвалиды, блокадники Ленинграда, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий тоже получают льготные лекарственные препараты, и пациенты с онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, бронхиальной астмой тоже попадают под такие льготы федеральные. И пациенты по региональной льготе, пациенты, которые перенесли инфаркт миокарда, тоже могут в течение 6 месяцев получать бесплатно лекарственные препараты. Елена Семеновна, а что насчет сроков, какие сроки по получению лекарств по программе? По федеральной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» там установлен срок. Срок 2 года, то есть 24 месяца пациент может получать после тех, которых я назвала, 6 категорий. Они могут получать бесплатно в поликлиниках, бесплатно выписывать рецепт на бесплатное получение этих 31 наименований препаратов. А что касается инвалидов, ветеранов, они, конечно, получают пожизненно. И, как я уже говорила, по региональной льготе пациенты, которые перенесли инфаркт миокарда, со дня событий 6 месяцев. А те, кто не пожизненно, могут ли продлить
льготу свою? К сожалению, такого нет. Если в течение вот этих 2 лет после сердечно-сосудистого события у пациента не выявлена инвалидность, то они в течение 24 месяцев получают, и на этом прекращается. А если они оформляют инвалидность, группу инвалидности, то они уже подпадают под другую федеральную льготу и могут получать пожизненно. А вот как получать лекарства по льготному направлению? Но в первую очередь пациент после выписки из стационара в течение 3 дней должен подойти в поликлинику по месту жительства или в поликлинику, где прикреплен данный пациент, в течение 3 дней встать на диспансерный учет и проходить диспансерное наблюдение у кардиолога или у терапевта и периодически ходить к врачу и выписывать рецепт. Что входит в список лекарств, которые можно получить по льготному списку? В первую очередь, конечно же, это препараты, которые жизненно необходимы для снижения риска сердечно-сосудистых осложнений, чтобы не было повторных сердечно-сосудистых событий. Это в первую очередь дезагреганты, это ацетилсалициловая кислота, так называемая таблетки аспирина, клопидогрел, тикогрелор, также пероральные антикоагулянты, это апиксабан, дабигатран, варфарин, ривароксабан. Также статины, в первую очередь это аторвастатин. Также пациенты получают ингибитор ангиотензин превращающего фермента, который влияет на снижение артериального давления, на сердечную недостаточность, антиаритмические препараты, такие как бета-адреноблокаторы и ряд других антиаритмических препаратов по списку. И, конечно же, это препараты, которые работают на снижение риска смерти у пациентов с сердечной недостаточностью. Это ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера, это новая группа препаратов, это дапаглифлозин, эмпаглифлозин. Группа препаратов АРНИ, куда входит в состав валсартан, сагубитрил, тоже очень хорошо работают на снижение смертности у пациентов с сердечной недостаточностью. И в эту группу еще также входят диуретики, петлевые диуретики, так называемые, и более слабые диуретики, это антагонисты минерал-кортикоидным рецепторам. И так далее. В общем, перечень 31 наименование препаратов, которые, в общем-то, жизненно необходимы. А Елена Семеновна, если в день обращения, когда пациент пришел в больницу, лекарство не оказалось, что тогда в этом случае делать? К сожалению, может быть такое, да, может быть такое, к сожалению. Тогда, конечно, если в условиях города Якутска, то здесь несколько таких социальных аптек, которые могут обслуживать льготников, да, и, конечно, в первую очередь надо узнать, в какой аптеке социальной имеется в наличии тот или иной препарат, или фармацевт в аптеке может предложить альтернативный вариант этого препарата. Обычно рецепт выписывается по международному наименованию, не по торговому названию, поэтому если имеется аналог с таким же составом, с таким же компонентом, но с другим торговым названием, то может предложить. И есть еще вариант того, что если это в районах, если там одна аптека, то отсроченное, обслуживание отсроченное, то есть этот рецепт откладывается, и аптека заказывает данный препарат, и доставка этого препарата может составлять от 10 до 30 дней. То есть, к сожалению, выход из ситуации такой. Куда обращаться для получения информации о наличии лекарств вообще, да, которые предоставляются по льготному обеспечению в целом? Сейчас, на данный момент, в настоящее время, конечно, в наличии имеются препараты, которые необходимы как раз по федеральной льготе в отношении пациентов с сердечно-сосудистой патологией. Но если есть вопросы, если есть какие-то, пожелания у наших граждан, то они могут обратиться по номеру телефона 402 402 добавочный 1
Это телефон, который по этому телефону вы можете задавать вопросы по льготному лекарственному обеспечению. Также есть такая горячая линия, как 122, звездочка 1, звездочка 2. И это вот именно тот телефон, номер телефона, по которому могут как раз специалисты по льготному лекарственному обеспечению ответить на вопросы. Также есть в приложении МАКС здравконтроль, чат, туда могут писать тоже свои вопросы. И для жителей города Якутска есть якутск.контроль, это тоже в приложении МАКС. И для жителей районов нашей республики это саха.контроль. То есть задавать могут вопросы. Это вот по всей республике, да? Это саха.контроль, это по всей республике. Жители районов могут задавать свои вопросы по тем или иным, каким-то, может быть, причинам не могут получить лекарства, необходимые для именно их состояния. И, наверное, вот список, где есть наличие, да, именно каких-то лекарственных препаратов конкретно для них. Да, как я уже говорила, 31 наименование. Это в рамках федеральной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для льготников, инвалидов, для ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, люди, пострадавшие от Чернобыльской АЭС, да, они тоже попадают под эту льготу. Они получают не по 31 наименованию, а есть, вот, как я уже говорила, перечень лекарственных препаратов, который утверждается ежегодно именно программой, территориальной программой госгарантий. Это именно жизненно необходимые важные лекарственные препараты, так называемые ЖНВЛП. Наверное, пациенты слышали про такую группу препаратов и получают в пределах вот этого списка, вот этого перечня. А что делать, если вот у пациента появилась какая-то аллергия, может быть, на компонент какой-нибудь в лекарстве? Ну да, каждый организм индивидуален, и, конечно же, может на состав, на тот же крахмал, может среагировать, да, на тот состав, который как бы не сам элемент, компонент вот этого действующего препарата, а как вспомогательный, да. Может быть аллергия. Тогда в данном случае обязательно самолечением не нужно заниматься, обязательно нужно подойти к своему лечащему доктору на осмотр, и тогда лечащий доктор может все-таки уже порекомендовать другой препарат, да, который, скажем, подойдет для данного пациента. И при этом обязательно этот факт должен быть зарегистрирован. Обязательно подается извещение Росздравнадзор. Про это тоже надо помнить, что любая аллергическая реакция, любое побочное действие у данного пациента, оно должно быть зафиксировано и подано извещение как раз в Росздравнадзор. Спасибо, Елена Семеновна, что сегодня к нам пришли. Действительно была интересная, полезная информация. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.